А риск придает нашему существованию особенную остроту. Только тогда и стоит жить. Мы слишком уж изнежились, потускнели, привыкли к благоустроенности. Нет, дайте мне винтовку в руки, безграничный простор и необъятную ширь горизонта, и я пущусь на поиски того, что стоит искать. Артур Конан Дойль, «Затерянный мир». Друзья, всем привет! Снова выходные, и снова я решил проверить свои силы, ну и просто прокатиться, отдохнуть, заснять снова контент. Сейчас уже месяц февраль, заметно теплеет, уже с утра минус 32, а днем обещает быть уже минус 25, минус 23. Ну вот я потихоньку выезжаю из города, проехал Грэс. Сейчас уже скоро будет ледовый автозимник. Поеду по нему, снова по реке. Хочу выйти на правый берег реки Лена. Ну, там как дальше пойдет, будет видно. А пока что наслаждаюсь такими видами. Да, бодрит вообще с утра. Так-то ветерка нету, но по ветру вообще штиль, как бы в интернете показывает и на Яндекс.Погоде, и на Гисметео. Так, а тут, короче, карьер справа, возле автозимника. Вот так песком в круговую обсыпали. Наверное, это... Не знаю, что тут будет. Может, тут этот зимний полигон. То есть сюда снег будут свозить. Вот начало ледовой переправы. Уже 40-тонники ездят. Ну, понятное дело, уже лед окреп. Местами толщина льда, наверное, уже 1,5 метра-то точно есть. Ну вот и большегрузы, дальнобои едут с того, с правого берега до Якутска. Сейчас надо дорогу искать. Мне надо туда, влево уходить, в сторону Ермолки. Пока такой план. Ой, хочу по берегу реки. Так, ну где-то метров 500 где-то, и там уже нормальная дорога тоже пойдет. Но в прошлый раз я, который контент снимал, выкладывал тот же, в принципе, маршрут. Туда же еду, но постараюсь чуть подальше. Мне вообще цель как бы до Техтюра доехать. Это та сторона реки, вернее. Ну и там как получится. Если так же, как обещали, будет тепло, то доеду до Нижнего Бескяха. А вот такие просторы открываются нашему взору. Вон я оттуда приехал, с того берега. И тут уже начинается самое интересное. Все, что мы любим, все, как нам доктор прописал, это снег с песком. Поэтому вот придется немного пошагать. Но в этой ходьбе есть свои плюсы. Вот ты когда идешь, у тебя ноги прогреваются. В основном зимой ступни ног мерзнут. Это вот основная такая проблема. Но я химические грелки одел, значит, свои ботинки зимние, и довольно тепло. Надеюсь, мне сегодня до конца дня этих грелок хватит. А я планирую до темноты крутить сегодня. Тут песочная часть закончилась, и вот началась такая широкая расчищенная дорога.
В прошлый раз на той неделе здесь была очень узкая дорога. Сейчас уже видно, дорогу подготовили. Это мне на руку, как говорится. Я поеду, значит, сейчас быстрее. Надеюсь, там вообще этих нету больше участков сложных, замысловатых, с песочком. Надеюсь, такая дорога будет до конца, до того берега, и мы долетим побыстрее. Вперед, вперед, только вперед. 2 машины только проехала пока что. Но дорога вообще кайф. Получаю удовольствие. В прошлый раз тут пешком много времени затратил на эти пешие прогулки. А сегодня прям от души так еду. О, а тут что-то перегородили дорогу. Да, друзья, главная цель-то выполнена уже, можно считать. С утра я победил диван. А в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Хорошо, когда ты один едешь по такой дороге прекрасной. Получаешь удовольствие. Это вам не за компьютером сидеть. Фу. Это правда тоже приходится шевелиться, чтобы не замерзнуть. А иначе кирдык, движение, жизнь. Фу. Какая-то дорога с песком пошла. Но не всегда же быть хорошо, не всегда же этот лед, асфальт. Иногда нужны и такие участки. О, сзади машина догоняет. Фу. О, и здесь между островами дорожку-то почистили. Широкая стала. Хорошо едется. Однако. Вот мне почему-то вот такие берега нравятся. Высокий берег. 3 метра, наверное, точно есть. И с той стороны также. Ну тут как в этом, как в коридоре. Едешь и едешь. Фу. А птички такие маленькие пролетают. Лесные. Не, кто бы что ни говорил, а в такую погоду катать просто по кайфу. Фу. Как хорошо. А вот мы и вышли и к фарватеру реки Лена. Это налево дорога что-то уходит. Там, скорее всего, карьер. А нам надо по партизанской дороге. По ней надо. Дальше. Ох, как красиво. Как хорошо, как красиво. О, какая река. Широка река, глубока река. Вот такая река. И солнышко. Да, дорогу-то накатали очень здорово, потому что я помню, вот этот участок я шел пешком, а сейчас я еду, и накат прекрасный, и погода шикарная. Красота, ребята, красота. Отдыхает душа и тело снова. Когда еще так отдохнешь от городской суеты? Да, я всегда говорил, что
У каждого свой отдых. Кто-то едет на рыбалку, на охоту. А мне вот нравится велосипед. Получается, такая перезагрузка происходит. Проехал путь. Фу, все, заснял контент. И домой приезжаешь, такая приятная усталость. А когда принимаешь горячую ванну, это вообще кайф. Приехал и в ванну залезаешь. Вообще, ребят, это ни с чем не сравнимое удовольствие. Ну что, ребята, вот и Ермолка. Я доехал. Вот здесь Subaru Forester стоит, там Toyota Land Cruiser Prado. Ну и две палатки. Рыбаки сидят, рыбку ловят. А говорили, рыбы нет. А сейчас, может, поспрашиваем, есть, нет рыба. Хотя так неохота и беспокоить. Сейчас, может, спросим. Клюет, не клюет. Вот в чем вопрос. Так, ну тут это рыбка-то ловится, говорят. А говорили, нету. Ну так, как бы это. Правда, не так много. Я так понял. По чуть-чуть, но рыбка клюет. Вон меня в той палатке хотят угостить жареной рыбкой. Покормить оладьи там. Сейчас посмотрим. Так, мне как-то это сильно долго неохота оставаться, но процесс рыбалки заснимем. Для моих подписчиков это, наверное, интересно будет. Есть у меня и рыбаки. Так, вот такую лунку сверлят. Вот, бур называется. Вот, и получается вот этим. А это, мужики, глубина какая там? Вот, вот здесь льда. Лед? Ну, лед чуть больше метра. Толщина? Около метра. Около метра, да? О, это электрический. Ну, с дрелью, да? Лайфхак такой. Да. А я помню, с отцом руками все. Ну, это вы правильно делаете. Конечно, силы уходят, если руками все это. А так, да, это лайфхак такой получается. С дрелью. Глубина метр примерно. Вот я рассказываю, что у меня блог свой на ютубе. На канал Архипов Илья. Набирайте там. Да. Поищем, посмотрим. Илья Архипов. Ага. Зимние поездки. Ну, круглогодичные. Летом тоже катаем с ребятами. Сейчас еще, может, ребята приедут. Там сзади вроде догоняют. Собирались ребята тоже на Ермолку. Но я так, своим ходом, потихоньку. Потихоньку еду, на камеру снимаю все. Вот такая рыбалка зимняя в Якутске. На реке Лена. Ну что ж, постоял немножко, покумекал с мужиками. И дальше поехал. В общем, не стал там останавливаться. Ну, то есть там предлагали жареной рыбки покушать. Ну, а в Якутии все люди такие гостеприимные, добрые, душевные, особенно рыбаки. Вот, но я не стал останавливаться. У меня это своя цель, мне надо доехать до темноты, до города. Поэтому надо дальше ехать. Как можно меньше останавливаться надолго. А иначе так просидишь там за разговорами, чай пить. А тут уже и обед начнется, а там уже и закат солнца в 4 часа начинается. Фух. Ну, по расстоянию я проехал уже 14 километров от города. Сейчас на тот берег, в Техтюр. Следующая остановка Техтюр. Да, ляпота, солнце светит, но не растет трава. Красотища неописуемая. Сейчас показался уже тот берег. Где-то километров до Техтюра осталось. До того берега. Берег левый, берег правый.
Якутск находится на левом берегу, а Техтюр на правом. Фу, машина едет, надо в дорогу уступить. А вот и берег. Заезд тут такой с горочкой. Пойду пешком. Не хочу напрягаться в эту горочку. Фу. Вот такой вот берег реки. Вон я оттуда приехал. Вот дорога. Вот его начало этой переправы. Такая табличка висит. Тут тоже с этой стороны сопки. Сейчас, да, вон туда. Прямо. И в горочку будем подниматься. Тоже, скорее всего, пешком пойду. Так, ну дорога чуть похуже пошла. Но думаю, все равно все проезжаемо. Ну вот, друзья, я и возле поселка Техтюр. Тут уже вот заезд. Сам поселок. Поселок был образован в 1710 году. Население по переписи составляет 1186 человек. Ну, такой довольно небольшой поселок. Здесь занимается у нас земледелием, картошку, ну, а также коневодство, подсобное хозяйство. Вот, в общем, так, как и в любой деревне, этим и занимается. В общем, деревня очень интересная. Если вот туда дальше ехать, то можно выйти в поселок Тамтор. Он отсюда находится где-то в километров 7, наверное, 6 примерно. Но мы туда не поедем. Мы сейчас, получается, проезжаем Техтюр в ту сторону и должны выйти на трассу. Но от Техтюра до трассы примерно километров 12, наверное, 10, где-то так. То есть там такая грунтовая дорога. Я надеюсь, сейчас все подзамерзло и ехать должно быть нормально. Ну, то есть там не должно быть такого песка там и так далее. Ну, вот, обычная зимняя дорога должна быть накатанная. Ну что, двигаем дальше на трассу. Так, вот я уже в самом Техтюре. Это вот центральная улица идет. Вот тут две заброшки стоят, старые дома. Никто там не живет. Ну вот, если по той улице ехать, то там еще впереди сопка будет. Ну, как говорил я, там километров 5-6 и рядом поселок Тамтор находится. Вот такое якутское село. Тишина. Никого не видать. Собаки не лают. Ну и в некоторых домах дым не идет. То есть без печек. А может тут газ есть, я не знаю даже. Но что такое чувство, что не во всех домах тут люди живут. Некоторые кого-то просто стоят. Ну, наверное, летом тут живут. Вот, допустим, вот этот дом тут непонятно. Ну, скорее всего, с города приезжают. И летом тут живут. Тут же речка. И очень хорошо, и рыбалка, и покупаться можно, и вообще природа. Вот, я про этот подъем рассказывал. В марте я сюда спокойно вкручиваю, но сейчас я не решился на него заезжать, чтобы сильно не потеть. Пойду пешком этот подъем. Так, ну сейчас скоро выйду на трассу.
Ну как это вот, проселочная дорога, короче, она идет с поселка Техтюр до федералки, до федеральной трассы. И километров 10, наверное, точно мне еще до федералки ехать. А потом по федеральной трассе надо выезжать в Нижний Бестях. Так что вот такая вот сегодня непростая, можно сказать, поездка. Но погода шепчет, почему бы и нет. О, буреночки вышли на прогулочку. Да-да, дорогие. Погода хорошая, надо гулять. Чё в хатоне-то сидеть за закрытыми дверьми? Гулять надо, свежий воздух нужен. Так, а вот граница Наслега. Техтюр. Туда. А нам туда, на трассу, на федералку. Дорога такая, нормальная. Местами, конечно, где-то хуже, где-то лучше, но главное, пешком не иду, это уже плюс. Главное ехать. Да, местами, конечно, не очень дорога. Колея, короче, вот справа, слева. Приходится вот по таким тропиночкам и ехать. И кажется, еще немножко градиент есть в горку. Потому что как-то это тяжеловато крутится. А впереди показалась трасса. Как-то это я быстро проехал. Получается даже, ну, по ощущениям нет 10 километров. Ну, километров 5, наверное, 6 от силы. Вот он, Техтюр. Стелла, поселка Техтюр, откуда я приехал. А вот это федералка. Прямо на Магадан. 2000 с чем-то километров. Но нам туда обратно в Бестях. Потом в город. А вот и трасса. Да, обочину хорошо почистили. Техничка широкая, накатистая. По кайфу качу. Да, друзья, можно сказать, для меня уже пришла весна. Вот такая погода мне нравится, конечно, больше, чем минус 45, минус 50. Хоть я и люблю тоже такие экстремальные заезды, но вот в феврале начинается самая тема. Самая шикарная погода начинается. Вот в марте вообще будет супер погода. Днем там будет минус 15, минус 10. Это вообще для меня это жара. Это уже, можно сказать, лето. Фу. Ловлю кайф. Хорошо. Да, техничка радует. Почистили знатно. Вон где белая полоса проходит, еще примерно метр асфальта есть. Идеальные условия, можно сказать. Не жарко, не холодно. Солнышко светит. Комариков нет, всяких оводов там и так далее. Пылищи нету этой. Одно удовольствие от такой езды. Не зря я сегодня поехал. Красота неописуемая. А вокруг меня сосны растут.
Да, сейчас бы найти какое-нибудь перспективное место у трассы. Посидеть, отдохнуть на солнышке, погреться, позагорать. Чая попить с лимоном. Вон у меня термос уже ждет. Всегда на изготовке у руля. Только руку протяни, вот тебе горячий чай. Но, правда, сегодня я не позавтракал. Еду на голодный желудок. Ну и особо-то не тянет кушать пока что. Там в Вестяке в кафе, наверное, все-таки заеду. Пообедаю и дальше до города. Вот с трассы такой небольшой карман или вот заезд, как это место назвать. А тут солнце светит сейчас здесь, возле вот этой сосны. Чай попьем, посидим, отдохнем. Так, надо велик поставить. Опа, величик сюда. Хорошо, вот подножки никакой не надо. Просто поставил в сугроб, ну в снег, и все, он сам по себе стоит. То есть не надо там облокачивать, подножка. Вот и такой вид замечательный. Чай с лимоном. Но кипяток не стал заливать. Так, теплый налил. А то опасно, если кипяток выпьешь, то эмаль на зубах может потрескаться от резкого перепада температуры. Ой, замечательно. Там как раз до трассы, когда ехал, такой момент супер медитации поймал. Это когда едешь, ну, смотришь на колесо, либо вот на дорогу, по сторонам, и буквально обо всем забываешь, то, что там у тебя, ну, как бы какие-то бытовые там дела, там семейные, вот все из головы вылетает, там рабочие моменты какие-то. И ты просто едешь и получаешь удовольствие, то есть ты вообще все забываешь. Это как будто вот у тебя память стирает, и ты вот едешь, наслаждаешься и вот думаешь только об этом вот в моменте, да, когда вот едешь, вот все в моменте происходит, и от этого получается такой эффект супер медитации. То есть, ну, как бы мозг как бы переключается, и только вот дорога, трасса, и ты едешь, и все, остальное тебе ничего не надо, и ты вот в такие моменты как раз вот я заметил, получается такая некая перезагрузка, и как бы вот ты обо всем забываешь на какой-то момент, да, вот если это вообще трасса, когда ты долго едешь, ты только думаешь вот о дороге, там у тебя какие-то могут мысли там, ну, приходить интересные, да, вот там размышления какие-то, а иногда просто мозг как бы отключается, ни о чем не думаешь, вот едешь и едешь. И вот я думаю, вот этот момент, он как раз дает такую вот перезагрузку, да, вот. Ну, то же самое, наверное, и на рыбалке происходит, когда рыбаки, ну, сидят там у лунки, получается, рыбачат, они же тоже, на самом деле, вот в процессе, да, там, в моменте это все, рыбалка, тут азарт, и они тоже забывают там, о работе, там, о каких-то бытовых проблемах, там, вот о городе, да, вот об этой суете. Все как-то раз выветривается из головы. И человек получает удовольствие. Ну, то есть я говорю, каждый по-своему ловит вот это наслаждение, кайф от природы, да, вот получает. У каждого как бы свои вот эти вот занятия, да, вот, кому как по душе. Ну, у меня велосипед. Вело рулит. Так, а вот мы снова на трассе. Ну, я думаю, где-то километров 10, наверное, 12 до Нижнего Вестяха-то осталось.
Нормально, успеем до обеда, наверное. Да, сейчас время 12:30, 12:30 по местному. Успеваем до темноты. Впереди, возле солнца, такая радуга образовалась. Даже на камеру видно. Красиво. Вот, еще вспомнил про один прикол. Андрюха Едунов как-то мою серию одну посмотрел, а потом в комментарии пишет: Илюха, я не понимаю, зачем ты, говорит, брови свои в белый цвет покрасил. А там, где все в снегу было, конечно, лицо. О, приколист. Да, Едунов, конечно, умеет пошутить. Да, я радуга, да радуга. Это на самом деле-то и не радуга, это гала. Видите, вот солнце, и слева-справа две радуги. Ну, и бывает еще сверху такая же радуга. Это явление называется гало. Да, пошла реклама. Значит, Нижний Бестяк уже рядом. А вот за поворотом, кстати, стела Нижнего Бестяка. Сейчас подъедем, заснимем. Вот она, стела справа. Новая стела Нижний Бестяк. Все, отсюда начинается поселок городского типа Нижний Бестяк. Скоро, наверное, городом станет. Постоянно расширяется, народу больше становится, жителей. Понятное дело, тут как транспортный узел. И железка рядом, и паромная переправа рядом. Но скоро, ну как скоро, уже там на том берегу начали отсыпку для Ленского моста. Будут, вот такой мегапроект, вот мост строить. Не знаю даже, когда его построят. Да, дорожный указатель Нижний Бестяк. Ну, остановился тут перед заездом в сам поселок. Двухминутка, отдохнуть надо. А что-то аппетит у меня не разыгрался. Думаю, в кафе заходить, не заходить. Может, и не надо. Сейчас 12:30, как раз народу очень много. Сейчас видно будет, в общем. Катим по центральной улице Бестяка. Качает. В кафешку все-таки зашел. Пирожки первое, второе. Сейчас это надо взять. Стоим в очереди. Так, короче, тут по чеку вышло 380. Да, забирайте это. Все пустое. Короче, сушеная капуста, пирожок и пюрешка с мясом. Так, ну все, друзья, я пообедал. Хорошо так. Второго там пюре, капусты, пирожок с капустой. В общем, наелся досыта. И вот в соседнем кафе, оказывается, парни, мои друзья, сейчас подъедут и вместе поедем в город. Сейчас стою и жду. Они тоже там заехали пообедать. Ну, уже сейчас подъедут скоро. И поедем уже обратно в Якутск. Так, ну вот, встретил ребят. Сейчас обратно поедем через Зеленый Луг. Фу, сейчас после спуска ДПС остановили. Вот так, поспрашивали.
Че, кого, куда едете? Ну, ответили, сказали, в город. Тебе пожелали нам удачи. Сказали, что чтобы на переправе аккуратнее ехали. Ну, мы, да, согласились, конечно. А как еще? На велике так и так получается всегда. Аккуратно едешь. Я как бы больше не за, ну, как бы не за свою езду беспокоюсь, а боюсь водителей. Потому что водители разные. Додики — это еще цветочки, которые вам сигналят сзади постоянно. А вот если водила будет в алкогольном опьянении, то это уже угроза. Могут и задавить. Фу. Да, скоро выйдем на переправу. Тут такая бетонка идет. Да, это, кстати, не запотевает пока. Очки вот эти, мне кажется, они вот так вот как раз минус 30 нормально, идеально. Не должны запотевать, мерзнуть. В общем, мне пока комфортно в маске ехать. Сейчас проеду еще. Потом видно будет там на реке. Будут, не будут запотевать. Да, тут такая дорога бетонная. Бетонные плиты положили. И вот по бетонке по этой едешь. Так, а вот мы и на переправе. О. Фуры шпарят, таксисты и так далее, так далее. Нам сейчас сюда. Поедем по неофициальной переправе. Будем выходить на 203 микрорайон. Вперед из песней! Аккуратней, ребята, там. Аккуратней. Да, солнце все уже ушло за тучки, за облака. Уже так довольно пасмурно стало. Темнеет потихоньку. Стоим и ждем Тимура. Тимур что-то отстал от нас. Сейчас постоим, как раз отдохнем. Да, никуда, в принципе, мы не спешим уже, да? До темноты всяко должен успеть. Так, а нам только что Тимур позвонил. Короче, у него подмерзли ноги, поэтому он пешком идет. Но мы его сейчас дождемся, и он уже с города машину вызвал друга, эвакуировать его будут. Вот и сейчас он, машина приедет, его заберет. Мы его сейчас дождемся и попрощаемся и дальше поедем. А его машина, ну тут до города километров 6-7 осталось. Так, вот Тимур подъезжает. Че, Тимур, как? Дальше поедешь или машину будешь ждать? Да, машину. Так, ну в общем, Тимур сказал, чтобы мы дальше ехали. Сказал, машина уже едет навстречу и его заберут. Фух. Ну что ж, а мы дальше едем. Ну, километров 5 осталось до города. Не так много, но уже так
Начинает потихоньку темнеть. А вот и лед. Хорошо, что мы на шиповках. Без шипов было бы тут экстремально ехать. Я ехал и думал, как же хорошо и весело ездить с друзьями, когда ты не один. Но в то же время я всегда осознавал, что ездить одному для меня все же лучше. Ведь ты ни от кого не зависишь, никого не ждешь и можешь надеяться только на себя. Так, стоим, ждем Мишу. Так, ну там впереди уже город. Пару километров осталось. А, вот ты, Миша. Подустал, да, Миша? А вот Тимура Александр забрал. Вот на этой машине приехал. Пикал же, когда это. А, да? Пикал. Она, знаешь, каждый второй сигналит, мы просто не поймем. То, что на трассе всегда сигналит. Типа привет, Света. Некоторые говорят, иди с дороги. Все по-разному. Ну, в общем, вот Тимура забрали, все хорошо. Эвакуация, да, вот. Быстро получилось, я думал, еще эта машина едет. Да не, нормально. Так что Чуть-чуть все. проехался, многие опять уже чуть-чуть. Да, но тут до города пару километров. Ага. Надо было тебе пешком все-таки дойти. Да ну нет, Переосилить себя. это уже слишком жестко. Я уже себя осилил, когда утром поехал. Ну да, есть такое, да. У тебя первый выезд, да, в этом году? Да, в этом году первый выезд. Ну да, вот. Первый раз, я говорю, всегда тяжело. Вот последний раз с вами катал, и все. После этого не выезжал еще. Последний раз, когда мы в Нижний Косяк ездили. Я тоже Года ездил. 2 назад. Года 2 назад. На веле когда тоже? Да. Тоже на стритовом, на дёртовом велике. Мангус был, да? Так, ну все, ребятки, мы уже в городе, можно сказать, на 203-м микрорайоне. Здесь уже буду прощаться с ребятами. Тимура, главное, забрала машина, эвакуировала. Сейчас мы, короче, каждый своей дорогой поедет. Каждый себя. Да. Ладно, давайте пока. Давай. Пока, Дима. Всем удачи. Так, ну что ж, друзья, пройдено 63, ну почти 64 километра по GPS. Я уже в городе. Время 16:46. Фу. Ну, до дома еще километр 3 осталось, все уже. Ну что ж, друзья, все, я уже в городе. Пора уже закругляться, заканчивать репортаж. В целом 66 километров получится. Хороший результат. Полностью доволен поездкой. Все было супер. Всем спасибо за просмотры. Нажимаем на колокольчики, ставим лайки. Ну и оставляем, как всегда, комментарии. Всем пока, до скорых встреч.